Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Москве прошел концерт «Поистине стал он устами Туркмении». Рашид Миредов провел встречу с главой пакистанской компании. В Ашхабаде завершилась выставка Kids Expo и другие новости. В национальной туристической зоне Аваза на побережье Каспийского моря продолжается активный летний курортный сезон. Несмотря на жаркую погоду, курорт остается популярным местом отдыха для людей разных возрастов и профессий со всего Туркменистана. На Каспийском море и реке Аваза наблюдается оживленное движение различных судов, от кораблей до катамаранов, предлагающих морские прогулки. По мнению экспертов, курорт будет привлекать посетителей не только летом, но и в другие сезоны, что говорит о его потенциале как круглогодичного туристического направления. В Москве с большим успехом прошел торжественный концерт «Поистине стал он устами Туркмении», приуроченный к 300-летию со дня рождения основоположника классической туркменской литературы Махтумкули Ифраги. На концерт были приглашены представители Министерства иностранных дел и Министерства культуры России, представители туркменской диаспоры и студенческой молодежи. В программу концерта вошли вокальные и инструментальные произведения на стихотворение Махтумкули Ифраги, а также композиции, посвященные великому поэту-классику в исполнении музыкантов и вокалистов из Туркменской национальной консерватории. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел встречу с президентом и главным инженером пакистанской компании Frontier Works Organization Кашифом Назиром, на которой были рассмотрены возможности партнерства в области городского развития, совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры и сооружения ирригационных систем. Стороны обсудили потенциал взаимодействия в контексте планируемых крупномасштабных проектов в Туркменистане. В Ашхабаде подошла к концу первая международная выставка-ярмарка Kids Expo «Все для детей». Мероприятие превзошло все ожидания, став настоящим праздником для семей. Выставка предложила посетителям множество разнообразных стендов с уникальными играми и развлечениями для детей. Юные гости участвовали в увлекательных конкурсах и заводили новых друзей в атмосфере радости и веселья. Форум-зал стал центром творчества и вдохновения. Здесь прошли показы детской моды, а также семинары и мастер-классы для родителей по вопросам воспитания и развития детей. Особый восторг вызвал чемпионат по ползанию среди младенцев, где малыши соревновались под бурные овации зрителей. В Туркменистане начались работы по застройке второго этапа города Аркадак. В новых кварталах города будут построены 5-, 7- и 9-этажные жилые дома, школы и детские сады, а также поликлиника, городской парк. Также здесь появятся новые предприятия, что позволит обеспечить рабочие места жителям города и его окрестностей. Все дома и учреждения в новых районах Аркадага планируется обеспечить высокоскоростным интернетом. Астраханский Каспийский институт морского и речного транспорта готов расширить подготовку специалистов для водно-транспортной отрасли Туркменистана. Это стало известно в ходе видеоконференции между руководством вуза и представителями агентства транспорта и коммуникации при кабинете министров Туркменистана. Министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков отметил, что в регионе уже обучается около 1700 студентов из Туркменистана, причем их количество возросло на 50% по сравнению с предыдущим учебным годом. Он подчеркнул важность подготовки специалистов в сфере морского и речного транспорта в связи с активным участием Туркменистана в развитии международного транспортного коридора «Север-Юг». В Дубае завершилось строительство самой протяженной горной тропы в Объединенных Арабских Эмиратах. Новый туристический объект, расположенный в регионе Хата, уже доступен для посещения. Маршрут включает в себя 21 велосипедную трассу общей длиной 53 километра и 17 пешеходных дорожек протяженностью 33 километра. Кроме того, здесь построено 9 деревянных мостов и оборудовано 14 зон отдыха и обслуживания. В рамках обновления инфраструктуры были созданы автомобильные парковки, установлены туалеты, организованы пункты проката и ремонта велосипедов, а также оборудованы места для пикников и зоны отдыха. Люксембургская автобусная компания «Флипка» доказала, что сокращение рабочей недели не только не вредит бизнесу, но и может привести к значительному повышению производительности и удовлетворенности сотрудников. Переход на 4-дневную рабочую неделю позволил компании увеличить доходы почти на 50% и повысить производительность труда на 69%. Инициатором этого эксперимента стал генеральный директор компании Тобиас Штюбер, который ввел 4-дневную рабочую неделю в 2023 году, сохранив при этом прежний уровень заработной платы. Бизнесмен убежден, что предоставление сотрудникам большей свободы и доверия стимулирует их к более эффективной работе.
Мурат Бабагельдиев и Мухаммед Мухуддинов из Туркменистана подписали профессиональные контракты сроком на 1 год с клубом «Аль-Этихад» из города Абу-Даби. Мурат Бабагельдиев, уже успевший стать капитаном юношеской сборной Туркменистана, является воспитанником столичного клуба «Акалтын». Провел 3 года в молодежном составе «Ахала», в начале текущего года присоединился к «Аркадагу». Мухаммед Мухуддинов также начинал карьеру в «Акалтыне», после чего играл за молодежную команду «Ашхабада» и основной состав «Ахала». Руководство «Аль-Этихада» высоко оценило потенциал туркменских футболистов. Сегодня юношеская сборная Туркменистана по футболу встретится с командой Киргизстана в матче за 5-е место на чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации. Игра состоится в Душанбе и начнется в 18:00 по ашхабадскому времени. Турнир КАФА Ю-17 подходит к завершению. В финале сойдутся сборные Узбекистана и Афганистана, а за 3-е место поборются Таджикистан и Иран. На групповом этапе туркменская команда под руководством Ахмета Алабердиева заняла 3-е место в группе «Б», уступив Узбекистану и Ирану. В октябре юношеская сборная Туркменистана примет участие в квалификации Кубка Азии 2025. Соперниками Туркменистана по группе «Д» будут команды Таиланда, Индии и Брунея. Валерий Григорян, выступающий под никнеймом «Бабун», принес Туркменистану бронзовую медаль на престижном азиатском турнире «Your Home, Your Arena» по дисциплине eFootball Mobile. В матче за 3-е место Григорян со счетом 2-1 одержал победу над представителем Киргизстана. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.